51 градус. Стоит плотный туман. Сегодня 3 января 2022 года. Идем тестировать Сайгу-12 в условиях Якутии, точнее при минус 50. У нас сегодня утром было минус 52. Сейчас немножко потеплело, где-то минус 50 ровно. Стоит. Попробуем стрелять на дистанции 30, 50 и 75 метров. Дробью номер 3, лах-патрон комбат контейнером. Вот, посмотрим, как ведет себя сайга в условиях вот мороза. Вот восточно-сибирская лайка изначально, как бы территориально не предназначена для условий Якутии, но тем не менее вот чувствует себя вполне нормально. Султан! Танунда! А? Чувствует себя прекрасно. По крайней мере, не видно, что он дрожит или ему холодно. Но, конечно же, надо усиленно кормить, потому что, сами понимаете, минус 50 это очень холодно. Вот такой красивый вид у нас стоит, январский. Вот. Рука очень быстро замерзает, поэтому видео будет короткими. Вот. Тишина, никого нету. Все животные и птички находятся полуспячки, так скажем. Выходят только когда есть дневной свет, питаются и сразу уходят спать. Лес. Вот такая красивая природа у нас. Вилюйский округ Республики Саха. Вот. Якутские лошади прекрасно чувствуют в сильных морозах. Они стоят на дополнительном питании, потому что вот некоторые кобылы как бы уже истощались. Видно, что от кости видны, вот спинные. В это время почти все вот фермеры, те, кто держат лошадь, усиленно питают, кормят. Непонятно, что. Хай чадна да.
Вот такая погода у нас. Минус 50. Отличная погода. Конечно, воздух немножко тяжело вдыхать, когда вот такой холод стоит. Говорят, что воздух становится атомарным. Не знаю, что это такое, но звучит как интересно. Вот. Стоит плотный туман. Вот солнышко светит. Правда, не видно, походу, да? Вот. Ну вот самому тоже интересно пострелять в минус 50, никогда не стрелял. Вот. Хочется посмотреть, вот, как воспламеняется, вот, когда вот все механизмы ружья находятся в мертвом состоянии. Влияет ли это на, не знаю, на дальность стрельбы, на кучность стрельбы. Вот. Очень интересно. Вот приехал место стрельбы, место тестирования своего ружья. И оказывается, я забыл дома те листы смещения, он с рисунком, да. Вот поэтому что делать? Будем обходиться тем, что есть. Вот. Я предлагаю или взять лед крупный, да, или же вот этот мерзлый навоз коровий. Я думаю, лучше брать лед, ну сами понимаете, чистый. Ну и будем посмотреть, как он, ну, трескается при попадании дроби или нет. Ну, конечно же, брать навоз, ну, можно, конечно, но думаю, пока не стоит. Вот. Возьму отсюда льда 3 штуки и буду стрелять с дистанции 50 метров, 300 метров и 75 метров. Вот. Немножко расскажу про само ружье. Это Сайга 12, калибр стандартный. Вот здесь написано. Сделано на базе автомата Калашникова. Вот. Думаю, ну, летом, весной и осенью стрелял. Ходил на охоту, на уток, на зайца, на боровую дичь. Ну и не жалуюсь, что ружье там любительское, там, не знаю, спортивное. Для меня подходит. Главное не само оружие, да, а как им пользоваться и как стрелять. Вот здесь у меня стоит дурная насадка. Поличок называется. У меня здесь 3 режима, да? 3 точки есть здесь. Где они? Вот. Вот они. Уже почти не видно. Вот. Здесь есть 3 режима: получок, полный чок и без чока, да, вот. Цилиндр называется. Я всегда пользуюсь средним получоком. Ну, думаю, такая насадка удобная. Не надо таскать там 3 штуки разных чоков надувных насадок. Для меня вот самое то. Ну, для любительской охоты. Там, если далеко сидит, вот здесь меняешь. Вот здесь меняется. Ну, сейчас уже все замерзло, поэтому сложновато. Так, здесь регулируется. Меняешь вот такой лед. Собрал 3 штуки. И вот пойдем на писунки. И пойдем стрелять. Вот такое красивое место. Вот, пойдем вот вперед. Вот снизу есть тихое, спокойное место, где можно вот делать обзор. Вот вот отсюда буду стрелять по 3 мишеням. Одну вот
поставлю вон там, где это самая большая дистанция, 70-75 метров. Здесь 50 метров будет. И последний здесь, не здесь, а вот, вот здесь 30 метров. С помощью такого дальномера будем мерить расстояние мишеней. Так. Где эта штука, да? 22 метра. 30 метров, да. Ровно. Первый мишень будет установлен здесь. Последующие вот там и вот там. Тем же способом. Ну вот поставили мишени. Еле видно, конечно. Первая вот 70 метров ровно, вторая 50 метров и третья вот 30 метров. Посмотрим. Вот. Очень холодно. Все замерзает моментально. Очень важно вовремя разморозить, вот убрать иней с лица, с глаз. Это мешает. Все. Сейчас будем стрелять. Я уже предварительно зарядил патроны. Вот. Мне кажется, я вообще не попал. Первая мишень. Вторая мишень. Осечка. Вот что случается. Вот видно, что некоторый порох не сгорел. Вот сейчас скоро покажу. Второй попал. И третий у нас где стоит? Потерял. Вижу. Выброс стул, да? Нет. Сайга 12 не выбрасывает при минус 50 гильза. Наверное, это связано с газоотводом. Вот смотрите. Вот. Не получается. Вот первая мишень 70 метров. Видно следы дроби. Вот разброс очень большой. Вот вижу. Вот там вижу. И вот попал два дробины. Вот первая вот здесь и вторая вот здесь. В принципе, с такого расстояния, я думаю, неплохой результат. Вот второй мишень. Вот стоит лед. Тоже разброс большой, но думаю, так и должно быть. Вот попал вот этот кустик. Вот, разлетелись дроби. Вот разброс такой большой. И мне кажется, я не попал. Вот вижу, где дробь. Вот здесь шапки вообще не вижу. И здесь тоже совсем не видно. Странновато. Но здесь есть. Вот. Здесь есть. Вижу следы от крови. Получается, я сам промазал. Вот. Наверное, спешил. Спешкой стрелял. И все в таком роде.
Давайте посмотрим последний мишень. Третьей мишенью все отлично. Вот вижу следы дроби и само, где вот мишени 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Думал, что при таком расстоянии выстрел будет сильным и оно вообще разлетится по кускам. Оказывается, нет. Ну, учитывая то, что порох не сгорает полностью и вот такой минус, 50 градусов тоже сказывается. Вот следы дроби везде. Вот он вижу. Я думаю, это неплохой результат. Вот отсюда начинается разброс. Контейнер. Вот такой контейнер в углах патрона. Комбат. Только забираем с собой. Вот. Порох вот лежит-то. Интересно, почему не весь порох сгорает. 3 патрона. Такой получился интересный результат. Стрелял с 3 расстояний. Вот, и получилось, что первую мишень 75 метров, 70 метров я попал. Там 2 дробины есть в таком большом расстоянии. А 50 метров я не попал. Промазал сам. Ну или помешало, вот кустик есть. Наверное, тоже сказывается. И вот первая мишень тоже. Я думал, вообще в куски разлетится. Оказывается, нет. Только оставляет маленькие следы. Вот. Вот такой обзор получился. Сайга 12. В принципе, мне нравится. Весенняя, осенняя охоте на уток. Мои потребности удовлетворяют полностью. Ну, конечно, здесь я вставляю коллиматор. Тоже потом покажу, весной или летом. А так, само оружие мне нравится. Стена нормальная. Учитывая вот кризис. Вот. Покупаешь такую дульную насадку и ходишь в свое удовольствие. Что можно сказать еще после тестирования вот, стрельбы Сайги 12 стандартного минус 50. Во-первых, то, что не полностью сгорает порох, это, конечно, сказывается на выброс гильзы после стрельбы. Получается, что ружье становится однозарядным. Во-вторых, механизмы тоже все находятся в мертвом состоянии, поэтому срабатывает не так, как надо. Вот все эти тонкости, все эти моменты вот комплексом, да, влияют на кучность стрельбы, на плотность стрельбы, на мощность. Вот поэтому минус 50 охотиться, не знаю. Получается, если у меня порох граммовка 34 грамма и где-то 1/10 не сгорает, да, ну получается, что граммовка, ну, приблизительно становится где-то 28, да, 29-30 граммов. Конечно же, сайга будет, не будет автомат, ну, стрелять автоматом. Вот. Ну, результат интересный. Надеюсь, вам понравилось. Мне было самому интересно стрелять. Вот. Ну, я примерно ожидал, что Sangat sang tilem, kayanda tiyem, sanat vinci.